профессиональный имейл-маркетинг под ключ. Меня зовут Брэдли Коэн. Но когда я был маленьким, люди звали меня по-разному. Мой брат Джефф звал меня доктор Бобо. Мама звала меня Милый. Что касается детей в школе, они звали меня по-всякому, от придурка до психа. Друзей у меня было немного, но был постоянный спутник. Я едва ли мог вспомнить то время, когда его не было. Иногда с этим не было проблем. Но порой были. Что уронил? Книжки уронил? Хватит! Что он сосал, Брэд? Что-то не так? Оставь меня в покое! Драка! 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 Что тут происходит? Ну давай, дальше! Прекратите! Прекратите эту драку немедленно! Хватит! Живо возвращайтесь в класс! Прекратите этот цирк! У тебя большие проблемы, мистер. Девочка упала в лужу и испачкалась. В одном мы с моим спутником были схожи. Мы оба ненавидели школу. Я просто не мог дождаться, когда уже смогу выйти из нее. Никакой домашней работы, никаких книжек, никаких учительских взглядов. Впервые мой спутник обнаружил себя, когда мне было 6, но только спустя годы он получил имя. Сначала врачи говорили, что я гиперактивный, я издаю смешные звуки и дергаюсь, как псих, чтобы привлечь внимание. Это просто такой период, я это перерасту и стану нормальным. Как все. И вот, спустя годы я все еще мучаюсь со своим спутником. Теперь для своих друзей я обычный старина Брэд. Парень, который любит бейсбол и ужасную музыку 80-х. Который сам по себе более странен, чем звуки, которые он... Добрый день, офицер. Я превысил скорость? На 12 миль выше нормы. Сент-Луис, значит, да? Так ты турист. Нет, сейчас я живу в Атланте, я просто переехал сюда. Видимо, немного отвлекся и... Сынок, ты что-нибудь пил? Нет, нет, сэр, у меня синдром Туретта. Ничего, сынок. Распишись вот здесь. А какая работа тебя интересует? Учителем. Я хочу быть учителем. Я много раз ловил этот взгляд, но никогда не позволял ему задеть меня. Вижу, у вас сертификат Брэдли Юниверсити. Это в Иллинойсе, не так ли? Да, мадам. Выпускник с прекрасными рекомендациями. Ваши преподаватели выделяют вас как выдающегося, превосходного. Что натолкнуло вас на мысль стать учителем? Это все, что я когда-либо хотел делать. Я как будто был рожден, чтобы учить. А почему вы выбрали Атланту? Я имею в виду, ведь Миссури ваш дом. Да, я подумываю стать фанатом Брейвса, и поэтому... Шучу, просто в Джорджии ценится мой иллинойский сертификат. Плюс я влюбился в Атланту, когда работал здесь в лагере консультантом. Теперь я тут живу. И мой отец с мачехой тоже.
Да, это хорошо иметь семью рядом, чтобы она могла поддержать вас. Может, нам стоит поговорить о слоне? О слоне? О слоне в комнате, о моем Туретте. Акт об американцах с ограниченными возможностями не позволяет мне спрашивать вас. Да, я знаю, но все же я хотел бы вам рассказать так же, как рассказываю детям в классе. Я объясняю им, что это такая штука в моем мозгу, которая заставляет меня издавать странные звуки, как чихание, неподавляемые. Когда накатят, тогда накатят. И как они реагируют? Ну, когда они понимают до конца, все в полном порядке. Это никогда не вызывало проблем в классе. Все, что я хочу, это шанс. Позвольте доказать, что я в состоянии работать. Акт об американцах с ограниченными возможностями гласит, что я имею право на шанс. Рон! Как прошло? Да сам знаешь, кому нужен учитель, который лает как собака. Вам стоит попробовать себя в чем-нибудь другом. Ты серьезно? Они хотя бы взглянули на твое резюме? Да ты просто шутишь. Мне назначили собеседование с директорами. Потрясающе, когда? Я не знаю, я буду ждать их звонка. Переодевайся, мы идем праздновать. Я думал, у тебя сегодня свидание. Я спрошу, есть ли у нее подружка. Пора бы и тебе уже ходить на свидание. На данный момент у меня нет времени на свидание. Тебе кто-нибудь говорил, что ты одержимый? Каждый психиатр, которого я видел. Ладно, веселись. И, кстати, твой отец снова звонил. Может, уже стоит ему перезвонить. Ладно, увидимся. Перезвонить? К такому я должен подготовиться. Понимаете, мама и папа развелись, когда я был маленьким, и мои отношения с отцом были... Давайте просто назовем их сложными. Я имею в виду, я изводил его терпение так же, как скрежет ногтей по классной доске. Даже то, что мой младший брат Джефф тоже был немного гиперактивным, не спасало. Папа сказал, что ждет нас перед тем, как уехать в Атланту. Ждешь, чтобы сказать «до свидания». До свидания. Ты его выведешь из себя. Побежали, я тебя обгоню. Против зеленого дракона? Ты, видимо, шутишь. Неудачник! Жулик! Короткий путь! Конечно, у тебя же велик! Увидимся, Джефф. Эй, это нечестно! А, да прекрати! Джефф, тебе меня не обогнать! Видишь, я выиграю! Это нечестно! У тебя велик! Нет, не ты! Нет! Парни, потише, потише, парни. У нас же есть соседи. Вот я и сделал тебя! Да-да. Успокойтесь. Брэд, иди сюда. Давай, дорогой, сюда. Мальчики, сюда. Слушайте и слушайте меня внимательно, хорошо? Я хочу попросить вас, парни, об услуге. Я хочу попросить вас обоих помочь облегчить жизнь маме. Вы ее с ума сводите, парни, послушайте. Да хватит, Брэд. Помогай маме по дому, но самое главное, прекрати это оскорбительное поведение, хорошо? Эй, я что сказал? Перестань строить из себя клоуна. Твой брат полагает, что это смешно, но я так не думаю. Я не могу это контролировать. Нет, можешь. Тебе нет ничего такого, чему не помог бы небольшой самоконтроль. Так что прекращай. Норман, никто не будет задерживать этот самолет для тебя. Понял? Так, ну давай, обними меня. Увидимся, пап! Пока, Джеймен. Я тебя люблю, пап. Я тебя тоже, малыш. Так, слушайте, в следующий раз заберу вас погостить к себе. Достану билеты на игру Брейвс. И, Брэд, запомни, о чем мы говорили. Самоконтроль, ясно? Помощь нужна, мам? Ну, раз уж ты спрашиваешь. После развода мы с Джеффом помогали маме с ее новым бизнесом, своеобразным высококлассным передвижным магазинчиком. Ну, может быть, помогали не совсем правильная формулировка. О, Эллен, эти вещи такие изысканные. Такой стиль не найдешь в Сент-Луисе. Это прямо из Калифорнии, Беверли-Хиллз. То, что все носят. Вот, взгляни. Мальчики! В прятки, считай.
Раз. Знаешь, Эллен, я не хочу смотреть большие размеры. О, милая, в Калифорнии одни только маломерки. Давай же, хотя бы попробуй. Брэд, ты не мог бы успокоиться, пожалуйста? Боже, да он лает как собака. Так, послушай, не пойми неправильно, я бы ни за что этого не сказала, не будь мы подругами. Но ты не рассматривала такой вариант, как колдуна, изгоняющего беса? Знаешь, мне кажется, тебе стоит принять то, что твой размер 12. Но я могу срезать лейбл, если тебе полегчает. Это новый доктор. Давай просто послушаем, что он скажет. Знаю я, что он скажет. Ты злишься на маму из развода? Нет, нет. Ты обижаешься на отца из-за того, что он больше не живет с вами? Нет. Ты винишь себя в разводе, Брэд? Это произошло, когда я был совсем маленьким. Я этого даже не помню. Миссис Коэн, у Брэда серьезные отрицательные последствия, вытекающие из развода. В чем он нуждается дома, так это в ясных границах. Ему нужно понять, что его поведение совершенно неприемлемо. И, миссис Коэн, это ваша работа. Тяжелее всего было осознавать, какие трудности я создавал маме. И я старался изо всех сил ради нее. А ради папы... Третий страйк! Я занялся спортом. На бейсбольном поле я выглядел даже соответствующе. Все же издают забавные звуки и дергаются во время матча. Давай, Бобо! Сделай их, Брэд, всех сделай! Большое спасибо. Эй, парни! Я хочу сказать вам кое-что особенное. Дорогой, не ешь так быстро, у тебя будет икота. У него постоянно икота. Сам ты икота. Послушайте, вы можете просто успокоиться? Мама говорит, ты не принимаешь свое лекарство. И как же ты собираешься успокоиться, если не принимаешь лекарство? Мне от таблеток только хуже. О, я вижу, то есть ты у нас теперь тоже доктор. Он доктор Бобо. Заткнись. Ладно, парни, слушайте. Я хочу сделать важное объявление. Парни! Парни! Так, все, в машину. Быстро. Но я все еще голоден. Знаешь, что будет здорово? Хотя бы один день! Без твоих выступлений. Один день. Погоди, пап. А что за объявление, пап? Я тут встретил кое-кого. Что значит встретил кое-кого? Ее зовут Диана, и она... Брэд, пожалуйста, перестань это делать. Я не могу. Ничего еще не решено, но... Как вы отнесетесь к тому, что у вас будет мачеха? Ни за что. У нас уже есть мама. Ну, теперь будет две. Я говорил с мамой об этом, а она сказала, да хватит уже! Хватит! Как видите, я действительно не мог винить отца. Мои тики сводили его с ума. Потому что, как и у моих учителей, у него не было определения для моего странного поведения, кроме невыносимого. Но вот каким-то образом, сам не знаю как, я заканчивал классы. Однако с тем, что у нормального человека занимало час, я возился 2 часа или 3. Учиться мне нравилось, но я ненавидел, просто ненавидел читать. Попытки сосредоточиться выпускали худшее из моего постоянного спутника. Брэд, подойди сюда, пожалуйста.
Думаешь, что ты клоун класса, но меня это уже достало. Я не могу. Не могу контролировать это. Ты это всегда говоришь. Я больше не хочу слышать твои извинения. Твои одноклассники пытаются заниматься. А твоя клоунада делает это невозможным. Мне жаль. Не извиняйся передо мной. Извиняйся перед ними. Все поднимите глаза. Сядьте прямо, пожалуйста. Брэд хочет вам что-то сказать. Мне жаль, что вы не можете заниматься из-за меня. И? Ты обещаешь никогда больше не издавать эти глупые звуки. И я обещаю никогда больше не издавать эти глупые звуки. Иди на место. Все возвращаемся к учебникам. Каким бы трудным для вас это не было, миссис Коэн, я уверяю вас, что учителя в тупике. Я понимаю, конечно, но... Нет, это действительно последний шанс. Самый последний шанс. Брэд, послушай, я вызвал твою маму, потому что происходящее совершенно вышло из-под контроля. Сейчас она заберет тебя домой, но ты сможешь вернуться. Я не могу это контролировать. Что ты сказал? Он сказал, что не может это контролировать. Ну да. А что, если он говорит правду, а? У вас замечательный ребенок, миссис Коэн, но извиняться перед ним... Извиняться перед ним это не поможет. Пускай он использует это время, чтобы задать себе Брэд, вставай, пошли. такой вопрос: с какой целью я бунтую? Да мне пофиг, исключат ли меня. Ненавижу эту школу. Ну, эта школа или другая. Я все школы ненавижу. Зачем мы сюда идем? Чтобы найти ответы. Я не могу в библиотеку. Меня выгонят. Пожалуйста, мам. Ладно, иди сюда, сядь. Может, мы просто движемся по неправильному пути? Кто? Все мы. Слезь с меня! Мокрый Вилли! Нет, только не мокрый Вилли! Я знаю, что ты занят, Норман. Я не займу у тебя много времени. Но я правда думаю, что тебе надо это услышать. Мальчики, успокойтесь. Я разговариваю с вашим папой. Я хочу с ним поговорить. Через минуту, успокойтесь. Послушай, ты знаешь, эти учителя и доктор, для них это все результат плохого воспитания, которое, конечно же, исходит от меня. Нет, я не виню тебя, Норман. На самом деле, я собираюсь перестать винить и себя. Я говорила с подругой, и она считает, что доктора упускают что-то важное. Я взяла груду медицинских книжек в библиотеке и попробовала немного исследовать. Хватит твердить, что ему нужно больше дисциплины, Норман. Ничего из того, что я делаю, не помогает. Он не контролирует это, а я просто в безысходности. Можно поговорить с папой? Можешь минуточку подождать, милый? Мам! Ладно, только дай мне трубку, когда закончишь. Ну что там, Джеффри? Привет, пап. Да, хорошая была игра. Я 2 раза отбил мяч на базе и сделал пробежку. Прости, что создаю тебе так много проблем, мам. Я хочу, чтобы ты прочел кое-что в книге, которую я нашла. Это медицинская книжка, которая, возможно, объясняет, почему ты издаешь эти звуки. Я ненавижу читать, мам. Читай. Синдром Туретта. Это Брэд, так ведь? Эти шумы и судороги. Необходимо провести диагностику, но... Возможно, вы правы. Возможно, мы выбрали неправильную дорогу. Я никогда раньше не встречался со случаями синдрома Туретта. Так, наконец-то, мой постоянный спутник обрел свое имя. Здесь говорится, что нет лекарства. Но все могло измениться. Это же старая книга. Ничего не изменилось, миссис Коэн. Мне очень жаль. Да, но лекарства все еще ищут, ведь так? В смысле, они найдут его, да? Они... Все нормально, мам. Мы справимся, точно.
Да, иди ко мне. Видишь, есть причина, пап. Я не придуривался специально. Послушай, Брэд. Я... Ну вот, это все, что я хотел сказать. Пока. В конце концов, отец поверил мне. Но он так никогда и не поверил в меня, что я могу быть успешным, и что я могу учить. Алло, это Брэд. Собака? Да, да, мадам, это мой пес. Да, хорошо. Да, я могу подойти к 11. Мое первое собеседование. Отлично, это звучит здорово. Хорошо, спасибо. Я постарался не слишком остро реагировать и удержать свои тики. Да! Черт, да! После первого звонка было еще 2. 3 собеседования с 3 директорами. Что и говорить, мой постоянный спутник был более чем полон энтузиазма. Так, я вижу у вас степень бакалавра. Планируете стать магистром? Да, сэр. Чем быстрее, тем лучше. Но мы не требуем этого на уровне поступления. Но если вы серьезно, очень серьезно, сэр. Я хочу посвятить профессии учителя всю свою жизнь. Ах, да, звуки. Я издаю их из-за синдрома Туретта. Я хотел бы вам рассказать. Это неврологическое расстройство. Мой мозг посылает смешанные сигналы моему телу. Это как чихание, невозможно контролировать. Пара недель, и я вам позвоню. Ну, спасибо. Что ж, поражение первое. Но, как всегда говорит мама, никогда не сдавайся. Когда я был маленьким, мама никогда не прекращала свои исследования, потому что даже если не было лекарства, мог быть способ жить нормальной жизнью. Это же церковь, мам. Милый, у тебя не будет урока Библии. Это просто группа поддержки. А это обязательно. Тебе нужно пообщаться с другими людьми с синдромом Туретта. Узнать, как они живут с этим. Хорошо? Давай сделаем это. Я туда не пойду, Милый. Я никогда раньше не видел никого с синдромом Туретта. Тут были такие, кто часто моргал и дергал носом, топал ногой и тряс головой. Некоторые визжали и кашляли. И вот таким меня видят другие люди? Давай, Бобо. Мы здесь, чтобы учиться. Начнем учиться. Акт об американцах с ограниченными возможностями дает нам право делать, что хочется, и ходить, куда хочется. Но попробуйте собраться в кино, на концерт или в ресторан. Закон ничего не говорит о случаях, когда на тебя орут, чтобы ты заткнулся. Я прихожу домой, и мои родители закрывают окна и шторы, потому что не хотят, чтобы соседи видели мои тики. Никто из них даже не пробовал быть принятым. Все эти взрослые не ходили на работу, дети сидели дома. И я знал единственную вещь. Я не хотел быть таким, как они. Даже тренер в команде отказался работать с ним. О, это я понимаю. Ваш, конечно, тоже на домашнем обучении? Нет, Брэд ходит в школу, как и все дети. Эти дети не такие, как все. Школа — пустая трата времени для них. Я забрала его из 3-го класса только чтобы сохранить себе рассудок. Хотите совет? Сделайте так же. Да, спасибо. Пойдем, Бобо. И это называется группа поддержки? И в чем поддержка? В том, чтобы спрятаться до конца своей жизни? Мне очень жаль, что я привела тебя сюда, милый. Давай забудем это. Я не хочу забывать, мам. Эти люди позволили синдрому взять верх. Я не собираюсь когда-либо сделать так же. Было трудно вообразить, что в возрасте 12 лет я найду гениальную философию жизни.
Но это было так, в этот поворотный момент. Встречать трудности с высоко поднятой головой. Когда я шел на следующее собеседование, я решил быть еще более честным в этом. Обговорить и устранить синдром Туретта с пути сразу, а затем ослепить их моим подходом к преподаванию. Вы выглядите очень успешно, несмотря на ваш синдром. Я много работал, чтобы стать лучшим. Спасибо, что пришли. Я дам вам знать. Спасибо. Так много за попытку быть честным. На свое третье интервью я решил вообще избегать разговоров о синдроме. Каждую неделю я бы присылал родителям отчет об успехах их детей. Дал бы ученикам право голоса в их обучении. Нужно быть последовательным и взаимодействовать в классе. И родителей тоже держать близко. Рон, это была огромная ошибка не упоминать мой синдром. Это было... Ну как тебе сказать? Я попробовал как бы скрыть его. Дохлый номер. Так, это негативная сторона. Нет, негативная сторона в том, что тебе надо прекратить нервничать, ты меня самого нервируешь. Но позитивная сторона в том, что для остальных это вроде и не было проблемой, так? Я должен ждать звонка. Позитивная сторона в том, что ты можешь пойти со мной. Моя новая подружка, у нее есть соседка по комнате. Когда ты уже прекратишь меня настраивать? Когда я буду готов встречаться, я буду встречаться. Да ладно, она все про тебя знает. И все равно хочет встретиться. О, спасибо. Очень мило. Слушай, я хочу расслабиться, ладно? Хочу посмотреть игру Брейвс. Все мы хотим посмотреть игру Брейвс. Да одевайся уже. Рон рассказал мне, что ты сейчас в поисках работы. И как движется дело? Ну, довольно неплохо, если не брать во внимание, что пока меня никто не нанял. Я думаю, что они слишком заняты борьбой за меня. Ты тоже так делаешь? Я впечатлен. Ну а как же? Я этого не ожидал. Это Но потрясающе. ведь у меня неплохо получается. Да еще как. Так ты действительно фанатка. Да, было дело. Футбол, софтбол, теннис. Я много играла в колледже, но профессионально у меня не очень получалось. Я вот хотел бы быть достаточно клевым, чтобы стать им. Кем? Вот им. О, ты хотел стать талисманом? Его зовут Гомер. Гомер. И это мечта всей жизни. Не смотри туда. Там сзади нас парень. И я не знаю, в чем его проблема, но уже долго пялится на нас. Я уже не раз ловил такой взгляд. Он полон зависти. Он думает, как бы и мне научиться издавать такие же крутые звуки. У тебя потрясающее отношение к твоему... Пока, Гомер. Пока. Пока, Рон. Пока. Пока, Гомер. Вперед, Брейвс. Все прошло здорово, как я вижу. Ты пригласил ее еще на одно свидание? Да, пригласил, но это синдром второго свидания. Ну знаешь, ты классный парень, и мне было весело, но... Твои тики слишком круты для нее. Вообще-то нет, дело в ужасной воне изо рта моего соседа по комнате. О чем ты? Ты знаешь о чем? Это брат. Да, привет, пап. Да, нет, Рон передал, что ты звонил. Я просто был очень занят. Нет, я еще не обедал. Да, звучит неплохо. Где встретимся? Обед у отца на работе. Там ему можно не волноваться о звуках, которые я издаю. Дай знать, если тебе еще эти связки понадобятся, ладно? Привет, пап. Вижу, ты нашел свое дело. Давай пообедаем за стенами офиса, где не так шумно. Давай. Диана интересовалась, когда ты приедешь. Как я понимаю, ты был слишком занят поиском работы. Удачно? Пока только собеседование. И как проходит? Для них это большая проблема, ну твой... Синдром Туретта, пап. Для некоторых да, для некоторых нет. А с деньгами у тебя как? Я не прошу у тебя денег. Я знаю, ты никогда ни о чем меня не просишь. Но если когда-нибудь тебе сократят, я помогу тебе с работой. Я буду учителем, пап. Я не могу позволить чему-то вмешиваться в это. Ладно. Я просто говорю, что нет ничего плохого в том, чтобы не спешить с решением, если вещи не удаются. Есть и другие профессии, кроме учителя. Не для меня.
Папа никогда не мог понять мой оптимизм. Например, когда я перешел в среднюю школу, я правда надеялся, что все изменится. В чем дело, Брэд? Что это ты один? Новый старт, новая школа, новые друзья. Тот же результат. Сегодня мы поговорим о дробях. Дроби — это ваши друзья. Мы используем дроби в повседневной жизни. Вы просто еще не понимаете этого. Ну, скажем, ваша мама печет пирог. Она режет его на части. Коэн, в кабинет директора. Не самый лучший способ представиться директору. Как ты думаешь, для чего нужна школа, Брэд? Простите, что я не даю покоя классу. Ты не отвечаешь на мой вопрос. Для чего нужна школа? Чтобы учиться, не так ли? Добывать знания, чтобы искоренять невежество. Школьный оркестр дает сегодня концерт днем. Планируешь пойти? Нет, сэр. Мои тики испортят всю музыку. Я хочу, чтобы ты пришел. Я хочу вас попросить задержаться еще на минутку. Спасибо. Вам понравился концерт? Хорошая работа. Слышали ли вы посторонние звуки во время тихих партий? Да! Да, как и я. Нервирует, верно? Человек, издающий эти звуки, Брэд Коэн. Подними сюда, Брэд. Тебе нравится издавать эти звуки и расстраивать людей, Брэд? Нет, сэр. Тогда почему ты делаешь это? Потому что у меня синдром Туретта. Что это? Это нарушение в мозге, из-за которого я издаю эти ужасные звуки. Но при желании ты можешь контролировать это, верно? Нет, сэр. Это болезнь. А почему ты не можешь просто вылечиться? Потому что нет никакого лекарства. Мне нравится издавать эти звуки еще меньше, чем вам слушать. Они намного хуже, когда я волнуюсь. Когда вы не понимаете то, что я не могу их контролировать. Но когда я чувствую себя принятым, тогда все не так плохо. Что мы можем сделать? Я говорю о каждом в этой школе. Как нам помочь тебе, Брэд? Я просто хочу, чтобы со мной обращались, как со всеми. Молодец. Можешь сесть.
Всего несколько слов и немного пояснений. Но это словно распахнуло дверь в совершенно новый мир. И я понял, когда-нибудь, как-нибудь, с синдромом или без, я стану учителем. У меня не было другого выбора, кроме как доказать, что синдром никогда не отнимет у меня лучшее. Перестать бороться означало согласиться со всеми, кто когда-либо говорил мне, что я выбрал не ту дорожку. Извините, что кондиционер сломан. Сейчас уже должны починить. Все нормально. Ну что ж, ваше резюме выглядит неплохо. И у нас есть вакансия в 5 классе. Но я должен вас предупредить, это трудное место для работы. Там есть по-настоящему тяжелые случаи. Я приму это как испытание. Я не верю в то, что есть совершенно безнадежные дети. Все они хотят учиться, и ты просто не можешь все бросить. Надо просто найти правильный подход. Вам что-то попало не в то горло? Хотите глотнуть воды? У меня синдром Туретта. Я хотел бы вам... Туретта — это когда выкрикивают ругательства. Это капролалия, это редкий симптом, он есть лишь у небольшого процента больных. Хорошо, послушайте, меня не предупреждали, что у вас будут какие-то дефекты. Как вы думаете управляться с группой учеников с подобным увечьем? Я объясню им, что это нормально говорить о подобных вещах. Эти ученики будут смеяться над вами. Нет, не будут, когда поймут, это всего лишь... Мне приходилось видеть учителей с физическими недостатками и раньше, но подобного я никогда раньше не видел. Я просто не представляю, как вы могли бы учить класс. Я могу учить. Посмотрите мое резюме. Посмотрите. Хорошо, я успешно справлялся раньше, мой синдром никогда не был проблемой. Я могу учить. Послушайте, мне нужен кто-нибудь для 5 класса. Если вы хотите преподавать здесь, тогда вам придется воздержаться от этих звуков в классе. Знаете что? Большое спасибо за собеседование. Но вы что, не хотите работать? Да, я хочу. Я безумно хочу работать. Но я никогда не стану работать на человека, которому не волнуют его ученики. Так что я забираю свое портфолио и больше не отнимаю у вас времени. У вас прекрасный начальник. Это было худшее собеседование из всех, что у меня были. Все, что он видел, когда смотрел на меня, мой синдром. Все они видят только это. Милый, если они не видят, каким прекрасным учителем ты можешь быть, это их ошибка, а не твоя. Но выглядит как моя ошибка. Ну, хорошо. Раз ты так говоришь, знаешь что? Почему бы тебе не бросить все и не вернуться домой? Я куплю тебе билет. Я не говорю об этом. Правда? А кажется, что об этом. Как будто ты позволяешь Туретту взять верх. Я не позволяю ему взять верх. Точно? Да, точно. Послушай, я не собираюсь сдаваться. Я просто должен найти подходящую школу. Ты найдешь, Бобо. Найдешь. Итак, я решил, что дело было вовсе не в Туретте, а в том, что я еще не нашел подходящую школу. Я не сверну со своего курса, пока не найду нужного директора. Я составил карту всех школ, в которых еще не побывал.
Если директора не было на месте, я оставлял резюме секретарю или вахтеру и просил их передать его директору. Мне было все равно, мне была нужна работа. И я не собирался останавливаться, пока не найду ее. Начнешь с самого низа. Но это не так плохо. Я начинал оттуда же. Будешь работать с 7 до 4. Я же говорил тебе, это только на время. Мне нужно время с утра для собеседования. Я думал, все школы уже открыты в это время. Нет, не все. Ну, поживем и увидим. Вот твои инструменты. По крайней мере, на время. Ну, как я и сказал, с самого низа. Но всякая работа важна. И кто знает, может, ты и полюбишь это. Ты не слышал, что я сказал? Я работаю тут только пока не найду работу в школе. Весь этот мусор должен быть в контейнере. Сезон найма заканчивался. От собеседований не было толку. Школьный год начинался, а у меня заканчивалось время, деньги и надежда. Диана, Я устала ждать, когда ты придешь ко мне, и пришла сама. Ты занят? это была моя мачеха, Диана. Она пыталась провести мосты и сблизиться. Твой отец строит бизнес собственными руками. Ты не можешь винить его в том, что он хочет видеть тебя частью этого. Он просто твой отец. Он хочет быть с тобой. Ну, как тебе Атланта? Встречаешься с красивыми девушками? Я просто пытаюсь говорить правильные вещи. Давай я долью тебе. Брэд. Твой папа любит тебя. Очень любит. Он просто не хочет видеть, как что-то причиняет тебе страдания. Единственное, что причиняет страдания, это то, что он никогда не принимал меня. У него есть шаблон идеального сына, который нормальный и делает нормальные вещи. А вот я никогда не стану А нормальным. может быть, это не его шаблон, Брэд? Может быть, он твой? И да, ты прав, ты ненормальный. У тебя есть дар. Учить. И это не наперекор синдрому, а благодаря ему. Мне нужно идти. Да, это Брэд. Да, это овчарка. Да, Брэд Коэн. В 10 часов? Отлично. Абсолютно точно. Прекрасно. Начальная школа Маунтин Вью. Нужно поднять руку. Ну, давай. Вы должно быть Брэд Коэн. Здравствуйте. Я Джим Овви, директор, а это... Хиллари Стрека, помощник директора. Заходите в кабинет, Брэд. Мы узнали о вашем прибытии еще на автостоянке. Слышали, вы нарезали круги. 25 школ очень далеко друг от друга. Ах, да, вот мое резюме. Мы посмотрим через минуту, Брэд. Просто пройдите и расскажите, почему вы хотите стать учителем. Хорошо. Ну, это все, что я хотел когда-либо делать. С тех пор, как сам учился в школе. У вас, должно быть, были очень вдохновляющие учителя. У меня был потрясающий директор, мистер Майер. А вот мои учителя, они вдохновили меня стать таким, какими они сами никогда не были. Каким же, Брэд? Таким, кто поможет ребенку учиться, даже если он не такой, как все. В каком-то смысле, моим лучшим учителем был мой синдром. Вы не обязаны говорить об этом, Брэд. Нет, все нормально. Я считаю обязательным обговорить это.
Это никогда не будет запретной темой для учеников. Они могут спросить все, что угодно в любое время. Вам, наверное, задают порой очень интересные вопросы. О да, иногда очень личные. И я надеюсь, этот вопрос будет не очень личным, Брэд. Вы издаете эти звуки во сне? Я не знаю. Я же сплю. Нет, во сне тиков не бывает. Когда я расслаблен, они дают мне передышку. Вот как сейчас. Хорошо, Брэд. Я бы хотела послушать о вашем учительском подходе. Да, с удовольствием вам расскажу. Мы проговорили около 2 часов. Это было лучшее собеседование в моей жизни. Ну что же, Брэд, было очень приятно встретиться с вами. Взаимно, и с вами У тоже. нас есть еще кандидаты на собеседование, но мы дадим вам знать, когда примем решение. Спасибо. Вам спасибо. Как всегда, мой постоянный спутник предупредил меня особо не надеяться. Но надежда умирает последней. Мне позвонили и попросили прийти познакомиться с учителями 2-х классов. Значит, вы будете учить второклассников? Да, я люблю второклассников. Они в этом возрасте еще открытые. Открытые ко всему. Да, но все равно нужно поддерживать дисциплину, ведь так? Несмотря на то, что они такие открытые. Я дам им понять, где граница дозволенного, да. А как по-вашему, Брэд, что самое важное, чему вы должны их научить? Да, ну... Помимо значимости чтения и ценности математики, важно научить их тому, что это хорошо быть собой. Это нормально заходить за край раскраски, если тебе это нравится. То есть это нормально, заходить за границы дозволенного? Нет, я не... Простите, но как вы можете ждать от детей понимания, когда сами делаете непозволительное? Перестань, Бренда. Нет, это хороший и законный вопрос. И я хочу на него ответить. До того, как узнать меня, дети часто думают, что я псих. Жуткий тип, но когда я объясняю свой синдром, они видят, что мистер Коин обычный человек, который просто издает забавные звуки. И вот тогда они понимают меня как хорошего учителя. Так же, как принимают каждого из вас. Может быть, нам всем стоит стать чуть-чуть похожими на второклассников? У кого-нибудь есть еще вопросы к мистеру Коэну? Брэд, спасибо, что пришли. Школа будет на связи с вами, так что просто наберитесь терпения. Трудно терпеть, когда чувствуешь, будто упускаешь последний шанс. И терпение никогда не было сильной стороной моего постоянного спутника. Ты, похоже, никогда не слышал об этой школе. Да, никогда. Они еще приглашают кандидатов на собеседование. Ясно. И что это значит? Я просто сказал ясно. Ты не веришь, что кто-то наймет меня, если у них будет хоть какой-нибудь выбор? А ты у нас кто, ясновидящий? Знаешь что, папа? Это мой последний рабочий день. Может, сначала убедишься, что тебе дали работу? Я собираюсь получить ее, пап. Мне просто нужно сконцентрироваться. А почему ты не можешь сконцентрироваться и быть реалистом одновременно? Что в этом такого? Вот, держи. Ты в порядке, мужик? Ты там поосторожней будь. Что если это произойдет за рулем? Я в норме. Ну, я не знаю. Тебе бы показаться врачу. Я всю жизнь мотаюсь по врачам, Рон. Ясно, они не помогают. Может, тебе встретиться с кем-нибудь? Вот уж точно нет. Так что просто... Вот так я ждал, когда телефон зазвонит снова. Я пытался убедить себя, что случится что-то хорошее.
Мой младший брат не совсем то, что я имел в виду. Ну как ты, Боба? Джефф! Что ты здесь делаешь? Почему не сказал, что приедешь? Ты в курсе, что ты в трусах? Мама послала тебя навестить меня? Зачем? Тебе что, нужно навещать? Нет, но... Где мне устроить шмотки? Отлично, бери диван. Ух ты, классные клюшки, новые? Папины, он мне их одолжил. Я подумал, может, мы с тобой сыграем. Он зовет нас на состязание в его клубе. Ну так что думаешь, возьмем здесь 3 золота, братишка? Да, кстати, спасибо за раунд. Скажи спасибо папе. Ой, я забыл, вы не разговариваете. Я не хочу сейчас говорить об отце. Ты говоришь об этом, чтобы напугать меня, потому что знаешь, что я тебе сделаю. Я серьезно, Брэд. Ты отец, хорошо бы вам уже поладить. А мы и так хорошо ладим, пока храним дистанцию. И поэтому ты сюда переехал, чтобы хранить дистанцию? Не похоже, что у тебя есть что-нибудь, что ты мог доказать ему. А я вижу, ты теперь у нас психотерапевт, доктор Джефф, да? Простите, сэр, но я должен вас попросить прекратить издавать эти звуки. Послушай, приятель, он... Нет-нет, я сам же, все под контролем. Это просто нечестно по отношению... Я понимаю, но я не могу контролировать эти звуки из-за синдрома Туретта. Это неврологическое расстройство, я бы мог рассказать вам об этом. Вам следует покинуть площадку, сэр. Я должен думать и о других участниках. Эй, Джо, оставь парня в покое, все в порядке. Эй, парень, нас двое, и, судя по всему, наш друг не появится. Не хочешь с нами? Если вы не уйдете, я вызову охрану. Хорошо. Хорошо. Спасибо, ребят. Может, в следующем году, ладно? Джефф, пошли. Пошли, приятель. Спасибо. Да брось, Джефф, ты будто в первый раз такое видишь. Как ты можешь жить в мире, в котором все так невежественны? Не все. Ты же видел тех игроков сзади. Они заступали за меня, и моя жизнь полна таких людей. Из моего опыта это не так. Это потому, что ты всегда был готов драться за меня. Ты и мама, вы всегда были на моей стороне. Знаешь что? Что? Ты меня уже достал. Кто первый до машины? Ах так? Визит Джеффа на время отвлек меня от переживаний. А как только он уехал, мне позвонили из школы. Директор хотел видеть меня у себя в кабинете. Прям как в старые добрые. Довольно шумно, да? И все же, так или иначе, дети справляются, верно? Да, справляются. Мы с Хиллари обсуждали вас с учителями. Мы говорили о том, как гордимся тем, что учим наших детей не позволять ничем ограничивать их в жизни. И Хиллари сказала, что недостаточно говорить. Нужно действовать. Она ждет вас, чтобы показать вам ваш кабинет. Добро пожаловать. Вторые классы сейчас переполнены, так что должны были создать еще один. Ваших учеников взяли из других классов, так что некоторые могут быть немного растеряны. Они занимались уже 3 недели. Вот список ваших учеников. Весь переполох начнется в понедельник, Брэд. Дайте знать мне, если вам что-нибудь понадобится. Мне нужно все. Я смотрел на этот список так, как если бы объявлял звезд бейсбольного матча по очереди. Хиллари, это спасибо. Эй, мы и подумали, что вам может пригодиться вот это. Эй, давайте все это сюда. Ставьте их где попало, мы их потом пристроим. Давайте я вам помогу с этим, спасибо. Добро пожаловать в Mountain View. Да, мам, это необыкновенно, но знаешь, я так долго к этому шел, что сейчас должен напоминать себе, что все еще только начинается. Милый, это прекрасные новости. Это чудесно. Да, мам, это чудесно, но пока они заключили со мной контракт только на год. Я все еще должен доказать, что они не ошиблись в выборе. Милый, послушай, просто насладись этим моментом. О боже, боже, ты позвонил отцу? Он будет так гордиться тобой. Я позвоню, мам, но понимаешь, сейчас я должен за 2 дня наверстать 2 недели подготовки. И знаешь, теперь, когда у меня есть работа, мне нужно серьезно заняться своей степенью магистра. Ну хорошо, еще одна вещь. Есть в этой
школе хорошенькие учительницы. Мам! А что, я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Хорошо, хорошо, не волнуйся, над этим я тоже работаю. Я должен идти, пока. Вы, должно быть, Брэд? А вы, должно быть, Нэнси. Привет, я Брэд. Я знаю. Да, конечно. Кажется, я немного нервничаю. Пожалуйста. Это мое первое интернет-знакомство. Очень приятно. Мне тоже. Моя мама считает, что это небезопасно. Ну да, никогда не знаешь, какого чудака можно встретить. Но выглядите вы вполне нормально, так что... Хорошо, я рада. Вообще-то вы выглядите намного лучше, чем нормально. Спасибо. Ну что же, я думаю, мы можем поделиться друг с другом нашими историями. Хорошо, но... Вы не хотите сначала заказать чашку кофе? Чашку кофе? Да. Да, конечно. Иду. Благодарю. А вы бы не хотели, к примеру, маффин? Я на диете. Но я бы съела маффин. Моя соседка по комнате меня просто с ума сводит. Она никогда не заправляет кровать и повсюду разбрасывает вещи. А еще она вечно врубает свою музыку. День и ночь. Конечно, когда я хочу послушать свою музыку, она вечно говорит: «Выключи это». А какую музыку ты слушаешь? Ну, Ну? в основном старые вещи. Особенно Стинга. Я обожаю Стинга. Мадонна, Бон Джови, ну знаешь. Милли Ванилли? Я люблю Милли Ванилли. Правда? Подожди, и ты тоже? Мы должны быть единственные люди на свете, которые любят Милли Ванилли. Да ладно тебе. Мне было очень приятно провести время с тобой. Спасибо. Не стоило бы есть этот маффин, но... Я действительно была очень рада встретиться с тобой. Да, я тоже. Да, еще раз спасибо, Брэд. Поверить не могу, ты сказал, что она идеальна. Она и была идеальной. Просто не хочу все разрушить, всего лишь пригласив ее увидеться еще раз. Ах, да, синдром второго свидания. Значит, так и будешь жить. Ничего, кроме первых и последних свиданий. Как ты вообще думаешь завязать с кем-нибудь отношения? Может быть, я и не думаю. Я слушаю Милли Ванилли и думаю, как здорово было встретить единомышленника.
Заходите сюда. Чокнутый. Учительница предупредила вас, что мистер Коин издает странные звуки. Да. Он сказал, что у вас... Она сказала, что у вас синдром... Синдром Туретта. Все, что вы хотели бы узнать об этом, спрашивайте. Да. Это заразно? Нет. Абсолютно точно нет. С этим можно только родиться. А это больно? Ну, иногда. Например, когда подергивается шея. Но когда я издаю звуки, совсем не больно. Это хорошие вопросы, продолжайте. Это в порядке вещей, спрашивать меня о чем угодно, что касается Туретта. Вы можете ходить в кино? Да, я могу ходить в кино. Но к моему огорчению иногда меня оттуда выставляют. А как зовут кролика? Вофл. Уафл? Его зовут просто Уафл. Ладно, ребят. Есть еще вопросы о синдроме Туретта? У кого-нибудь? А вас вылечат когда-нибудь, мистер Коуэн? Ну, в данный момент нет лекарства, которое могло бы вылечить. Но все нормально, потому что я научился принимать это и не позволю этому разрушить мою жизнь. А что вы не можете делать? Ну, например, вы можете есть? Могу, я много ем. На самом деле я могу делать все, что угодно, кроме одной вещи, которая мистеру Коэну не под силу. Какой? Нет, я не могу сказать, нет. Скажите нам. Да, скажите. Мистер Коэн совсем не может играть в прятки. А почему вы не можете играть в прятки? Потому что его все слышат, тупица. Это верный ответ, но неправильные слова, потому что не будет никаких обзываний в классе мистера Коэна. Извини, куда ты пошел? В уборную. А как тебя зовут? Томас. Ясно, Томас. Если хочешь выйти, ты должен спросить разрешение. Чокнутый. До свидания, мистер Коуэн. До свидания, Гейлон. До свидания, мистер Коуэн. О, до свидания, Хейзер. Увидимся завтра. Мне очень понравился ваш урок, мистер Коуэн. О, спасибо, Аманда. Как вы, мистер Райт? В порядке. Четырехглазый. Дай сюда жвачку. Оставьте меня в покое. Держи его, Томас. Илай, Томас. Ребята, кто из вас мне поможет, а? Я. Вот какое дело. Нужно взять этот мяч и отнести обратно в корзину. Почему бы вам не посчитаться? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О, Илай, ты выиграл сегодня. Вот блин. Ничего страшного, Томас, помоги ему. Извините, что связала вас с Томасом. С ним невозможно было работать. У него целый алфавитный список проблем. Гиперактивность, синдром дефицита внимания, тревожность. Мой вам совет. Отправьте его в класс коррекции. Нет. Я не могу этого сделать. Посмотрим, что вы скажете после того, как он сорвет несколько уроков. Я справлюсь. Нужно будет просто сконцентрироваться. Не могу дождаться завтрашнего дня. Ну что ж. От тебя шума больше, чем от моего гудка. Звучит так, будто у тебя тяжелый случай Туретта. Шучу, сынок. У моего диспетчера был синдром Туретта. Если тебе когда-нибудь понадобится пересечь границу, зови Максин. А у вас есть карточка? Я же не серьезно, сынок. Если только ты не из разгрузочной компании. Нет, я учитель во 2 классе. Вот карточка. Максим подала мне отличную идею урока географии. Большое спасибо, Максим. Всегда пожалуйста. Удачно тебе доехать. Все свое время я сосредоточил на учебе. Ну, почти все.
Знаешь, что я только что понял? Что? У всех уток синдром Туретта. Это почему? Не знаю, мы с ними два сапога пара. Так это тебя правда не напрягает? Что? Ты знаешь что? Мой синдром. Эти звуки. Нет, по сравнению со звуками, которые произносят другие парни. Ну, знаешь, там, хвостуны, любители покричать, эгоисты и лишенные чувства юмора идиоты. Серьезно, нет, твои звуки меня совсем не напрягают. Пока ты меня смешишь. Ну, не говори так, ты же знаешь, как я подаюсь давлению. Ах, прости. Папа всегда говорил, что я выйду замуж за того, кто сможет меня рассмешить. Не то чтобы это имело отношение к чему-то. Скажи что-нибудь. Кря. Эй, не смейся, это серьезная кря. Мистер Коуэн, Привет. мама сказала спросить, нормально ли это будет, Нормально ли будет что, Хизер? если я дам это Вофлу? Передай маме, что я сказал, это будет прекрасно, хорошо? Ну что, можно? Да, Хорошо себя чувствуешь? ага, Да, я люблю тебя. я тоже тебя люблю. Удачного тебе дня, хорошо? Хорошо, Увидимся после школы. хорошо, пока. Аманда, все в порядке? Я хочу быть в вашем классе, мистер Коуэн. Ты и так в моем классе, Аманда. Нет, он просит их перевести меня. Увидимся после школы, милая, хорошо? Это нечестно. Все нормально. Я учитель Аманды, мистер Коэн. Мы виделись вчера. О, нет, ничего страшного. Я просто должен делать так, как будет лучше для моей дочери. Пошли, Аманда. Пойдем. Он беспокоился за возможность Аманды сосредоточиться. Он решил, что с вами это будет тяжелее для нее. Он не мог дать мне хотя бы шанс. Мы же только начали. Я ему объяснила. И? Он сказал, да, он славный, но Аманде, как он выразился, нужен нормальный учитель. Не принимайте это близко к сердцу, Брэд. Родители — самая сложная часть работы. Так, а кто назовет мне столицы, где побывали Максин и ее большой красный грузовик? Кто-нибудь? О, все эти руки. Извините, простите. Кого же выбрать? Я даже не знаю. Хизер. Атланта, Нэшвилл, Спрингфилд. Отлично, многие думают, что это Чикаго. А вот это Спрингфилд. Верно? Нет, это Индианаполис. О, точно! О чем я только думал. Вот Спрингфилд. Нет, это Колумбус. Спрингфилд вон там, мистер Коуэн. Где Лай? Вот здесь? Нет, Я не знаю. Вы, ребята, должны показать мне. Покажите, я его там не вижу. А, вижу. Вы говорите, вот Спрингфилд, так? да! Ты не спросил разрешения встать, Томас. Да, точно, у мистера Коэна глаза на затылке. Вернись и сядь, пожалуйста. И в следующий раз проси Но разрешения. мне нужно поточить карандаш. Не задерживай, Томас. Так, а теперь, куда Максин и ее большой красный грузовик поедут во вторник? До завтра, Дэвид. Не забудь, пешком, не бегом. Мне очень нравится ваша шляпа, мистер Коуэн. Спасибо, Хизер. А мне нравятся твои волосы. Они короткие из-за лекарства. Пока. Привет, милая. Привет, мам. Ты можешь подождать здесь минутку?
конечно. Хорошо. Здравствуйте. Я хотела поговорить с вами о Хизер. Я, кажется, понимаю. Сначала мы вообще не хотели говорить кому-либо. Конечно, это был только вопрос времени, когда химиотерапия станет заметной, так что... А она поправится? Но Хизер очень любит ваши занятия. Каждый день не может дождаться следующего похода в школу. А я буду благодарна, если вы сохраните наш секрет еще хотя бы немного. Я просто не хочу, чтобы ее отделяли от других. Конечно. Спасибо. Все, малышка, пойдем? До свидания. Как насчет мороженого? Ага. Договорились. Ну, что думаешь? Что скажешь? У меня уже есть такая. Что? Хотя на тебе неплохо смотрится. Что с тобой? Да нет, ничего. Просто думаю о школьных делах. А ты можешь минутку подумать обо мне? Извини. Эй, попробуй-ка эту. Это будет получше. Так. Да. Да? Уверена? Боже мой, тебе идет. Ага. Даже больше, чем ты думаешь. Я решил, что пора уже заняться степенью магистра. Ух ты! Это значит, что ты уедешь? Нет, я буду заниматься здесь. В любом случае, сначала нужно сдать входные экзамены в университет, так что... Постой, это будет как выпускной школьный тест? Тебе нужно будет писать его в большом зале с такой кучей людей? Да, но я смогу написать в отдельной комнате. У Туретта есть и привилегии. А ты бы расстроилась, если бы я уехал? Ну, конечно, смеешься? Пошли отсюда. Иди сюда, я хочу показать тебе кое-что. Сумасшедший. Следующий. Брэд Коэн. Брэд Коэн. Вот и вы, мистер Коэн. Вам нужно взять вот этот пакет и пройти вон туда. Я предполагал писать в специальных условиях. У меня нет никаких заметок по этому поводу. Условия теста для всех одинаковы. Да, но я звонил, и мне сказали, что я могу рассчитывать на отдельную комнату. Знаете что, поговорите с администратором. Его кабинет прямо вон там. Я не могу сделать исключение. Мы не оборудованы для этого надлежащим образом. Но мне обещали, и у меня есть право на специальные условия. Я сожалею о ваших ограниченных возможностях, но нет ничего, что я мог бы сделать. Если вы хотите пройти тест, вам нужно пройти туда сейчас. Взгляните на меня, как кто-либо сможет сосредоточиться, если я буду рядом. Послушайте, я уже должен начать этот экзамен. Вы хотите, чтобы я позвонила доктору? Неужели нет никого, кому бы вы могли обратиться за помощью? Брэд, успокойся, я не понимаю тебя. Они сказали, ты не можешь написать его в одиночку? Ясно, нет проблем, сейчас подъеду. Что-нибудь случилось? Можешь пройти тест. У тебя будет отдельная комната. А что ты им сказал? 2 волшебных слова. Судебный процесс. Я должен вернуться на работу. Эй, пап. Что? Спасибо. Удачи на тесте. Как оказалось, мне нужно больше, чем просто удача. Мне нужно еще и время. С уходящими минутами и моим синдромом я был не в состоянии закончить вовремя. Отличная работа, ребята. Томас, я так горжусь тобой. Спасибо, мистер Коэн. Вау. Смотри-ка, какая индейка, Хизер. Спасибо. Ну как, планируете большой день благодарения в этом году? Ага, мама сказала, все мои бабушки и дедушки приедут. Это звучит здорово. Правда, когда они плачут, они стараются скрыть это, но я всегда вижу. Можно погладить Вофла? Конечно, можешь погладить Вофла. А у вас будет хороший день благодарения, мистер Коэн? Да, мы с Волфом собираемся в небольшое путешествие, проведать маму в Сент-Луисе. Я знаю, где это. Супер, Хизер.
Он действительно там. А теперь сделай мне одолжение, ладно? Я хочу доверить тебе заботу о моем друге Волфле. Хорошо? Конечно. Я сейчас вернусь. Привет, Аманда. Тебе не нужно быть в своем классе? Пойдем, провожу тебя в твой класс. Почему я не могу быть в вашем классе, мистер Коэн? Ну, твой отец должен делать то, что лучше для тебя, Аманда. Но знаешь что? У тебя прекрасная учительница. Ну ладно. До свидания, мистер Коэн. Вот подстава. Где ты научился этим словам, Томас? Ты же знаешь, что нельзя выходить из класса без разрешения. Тебе придется смыть это. А потом ты задержишься. Никакой перемены. Но ты получаешь 5 по правописанию. Ты не сможешь прочесть это, если не откроешь книгу. Я ненавижу читать. Как и я. Вы? Да, чтение очень тяжело мне дается. Ничего это для вас не тяжело. Вы же учитель. Спорим? Давай поиграем в игру. Ты будешь мистером Коэном, пытающимся читать, а я буду синдромом Туретта. Идет? Читай вот эту страницу. Давным-давно. Продолжай. Давным-давно жил-был... Чешется. Чешется немного, да? Хорошо, продолжай. Жил-был... Эй, Томас! Ну вот, это трудно, да ведь? Трудно сконцентрироваться. Вот насколько тяжело чтение для меня. Но для тебя не так трудно, верно? Нет, для меня это легко. Но как вы можете быть учителем, если вы ненавидите книжки? Ненавижу книжки? Я их не ненавижу. В книжках есть все на свете. Мне просто нужно очень много работать, чтобы узнать все это. Я не собираюсь ставить крест на тебе, понял? И не позволю тебе самому сдаться. А теперь продолжай читать. Давным-давно жил-был... Волшебник. Волшебник, который встретил маленького мальчика, пытающегося достать огромный меч из большого камня. Бред! С какой стати мечу быть в камне? Ну, я не знаю, но если ты продолжишь читать, может быть, ты это выяснишь. Волшебник сказал мальчику, что тот, кто сможет достать меч из камня, станет истинным королем. Круто. Продолжай. Что там дальше? Что с тобой? Ах, я так нервничаю. А чего тебе нервничать? Ты всего лишь увидишься с моей мамой. Благодарю, это очень помогло. И с Джеффом. И моими дядями и тетями. И со всеми, кого я любил. Всю свою жизнь. О, боже. Приготовься, это большое дело. Я готова. Почему я должна готовиться? Вот именно, приготовься. А, ты здесь! Привет! Не могу поверить, что наконец-то вижу Нэнси. Ты даже симпатичнее, чем я думала. Брэд так много про вас рассказывал, миссис Коэн. О, просто Эллен. Это больше, чем он рассказал мне о тебе. О, да ты никогда не рассказывал мне правду. Пойдем, Нэнси. Бобо, возьми сумки, милый. Да, Бобо, возьми их. Ты, наверное, устала? Нет. Хорошо, потому что у нас встреча с мастером педикюра через час. Это Нэнси. Здравствуйте. О которой я вам говорила. Идем, познакомимся с Джанет. Здравствуйте. Это Нэнси. А это... Мама немного перебарщивает, стараясь, чтобы Нэнси чувствовала себя как в семье. А это правда возможно, что она будет в нашей семье? Я не знаю, я хочу сказать, понимаешь... Я знаю, но я не... Ясно, это серьезно. Она уже виделась с отцом? Нет. Нет. Ну а чего ты ждешь? Так, отвяжись, ладно?
Он кончил тем, что не справился с управлением и приложился головой о бордюр. В итоге сотрясение. Прошу прощения, но Нэнси нужна на кухне. Я украду ее у вас на секундочку. Нужна на кухне? Ты что, меня спасаешь? Меня вовсе не нужно спасать. Точно. Что такое? Как прошел ваш педикюр? Если ты имеешь в виду, о чем мы говорили с твоей мамой, то мы говорили о тебе. И о нас. Что-нибудь не так? Я просто хотел узнать, что если я скажу тебе, что я люблю тебя? Понимаешь, это немного пугает меня. Я никогда не думал об этом раньше. Никогда не осмеливался думать. Послушай, Брэд. Она все понимает, и ее не волнуют твои тики. Знаешь, ты делаешь ее счастливой, Брэд. Она мне так сказала. Ты заставляешь ее улыбаться. А что, если она однажды перестанет улыбаться? Что, если однажды она досыта наестся жизнью с кем-то, кто... Я просто я не хочу причинять ей боль, мам. Может быть, ты не хочешь причинять боль себе? Нам обоим. Единственное, что может причинить боль вам обоим, это если ты дашь болезни увести ее у тебя. Если позволишь ей победить. Мама Хизер звонила сказать, что Хизер больше не может ходить в школу. Так что весь класс сплотился, чтобы поднять ей настроение. Ух ты, посмотрите-ка на этот стол. Выглядит замечательно. И это тоже прекрасно. Новости, которых мы все боялись, появились несколько недель спустя. Здравствуйте, мистер Коэн. Здравствуйте, мистер Коэн. Здравствуйте, мистер Коэн. Это мои дедушка и бабушка, Джеймс и Ширли. Сэр, служба начинается. Идите. Мистер Коэн, вы не зайдете? Простите, я мог бы, но... Я подумал, что мое присутствие все только испортит. Вы так изменили жизнь Хизер. Вы были ее любимым учителем. Пожалуйста, не уходите, не попрощавшись. Хорошо, Томас, какое слово придумала ваша команда? Ненормальный. Ненормальный. Кто-нибудь не из команды Томаса знает, что означает это слово?
Кто может составить предложение с этим словом? Я! 25, 30, 35, 40, девчонка с хвостиком, крючком, 50, Гейлон! Я люблю ненормальные фильмы. Простите, мистер Коуэн, я знаю, что вы не можете ходить на них, потому что вас выставляют из кинотеатра. Все нормально, Гейлон. Бум, потому что я могу брать фильмы на прокат, и я тоже люблю ненормальные фильмы. Значит, ненормальное — это хорошее слово, так? Но если кто-нибудь подойдет к вам и скажет: «Эй, ты! Да, ты, с тобой разговариваю, ты ненормальный!» Это все еще будет хорошим словом? Нет. Что? Что там? Так, оставайтесь все на местах. Это Максина и ее большой красный грузовик. Мистер Коуэн, можно нам пойти посмотреть? Хорошо, но только тихо и ни слова. Выходите строем и не бегайте. Да, точно. Илай, давай, забирайся туда. И будь осторожен. Так что вы думаете об этом? Илай! Ну что я тебе говорил, не нажимай на гудок. Или вам, ребята, придется вылезти. Извини, Максим. Все нормально. Дети есть дети. Да, точно. Дети есть дети. Они все еще возятся? Да, похоже на то. Дадим им время. Мне нравится Нэнси. Она напоминает мне маму, когда мы только встретились. Они выглядят совершенно не похоже. Я говорю не о том, как они выглядят. Я говорю об искре, об особом таком духе. Словами не выразить, в общем. Как дела в школе? Ну, ты знаешь, книг у нас больше, чем помещается в шкафах. Крыша течет, бюджет урезан. И я немного боюсь, что меня не попросят вернуться в следующем году. Есть масса учителей, у которых опыта больше, чем у меня. Я все равно горжусь тобой. Нет, ты не чувствуешь этого? Почему мне до сих пор кажется, что ты стесняешься меня? И это нормально, пап, ты можешь признаться в этом. Ты не собираешься начинать? Нет, ни в коем случае. Но знаешь, мы наконец разговариваем, и это хорошо, так давай продолжим. Ты всегда стеснялся меня, ведь так? Даже когда ты приезжал навестить меня, ты всегда корчился, когда люди закатывали глаза, глядя на нас. Ты никогда не мог принять это. Ты прав. Иногда было трудно быть с тобой рядом. Я ненавидел, когда мы ходили в рестораны, и люди так смотрели на тебя. Иногда я хотел просто... Просто я чувствую себя таким беспомощным. Знаешь, я всегда был парнем, который может все исправить. Но единственная вещь, которую я не могу исправить, ранила тебя сильнее всего. Это не нужно исправлять. Никто этого не сможет исправить. Я знаю. Знаю. Но... Может быть, это моя вина. Может быть, я дал тебе это. Я думаю, уже все готово. Давайте, ребята, у нас всего 2 минуты до закрытия медиацентра. Поторопитесь сюда. Останавливайтесь на этой стороне, на этой стороне. Как я вас учил? Ребята сзади, поторопитесь. Папа, что ты тут делаешь? Ты сказал, что тебе нужны книжные шкафы, так ведь? Ваш отец сделал новые шкафы для библиотеки. Дело шло немного медленно. Сюда, джентльмены. Ой, у меня есть кое-что в твою коллекцию. Примерьте ее, мистер Коэн. Крепкая каска для крепкой головы. Эй, класс, это мой папа. Здравствуйте, мистер Коэн. Привет.
Пошли. Пошли! И Хиллари не сказала, что все это значит? Ни слова. У нас был перерыв, а она сказала, что ей нужно увидеть вас в своем классе. Я думаю, это может быть связано со следующим учебным годом. Вот и он. Брэд, можешь зайти ненадолго, пожалуйста? Хиллари хочет сделать объявление. Некоторые из вас могли заметить инспектора, обходящего школу последние несколько недель. Он приходил, чтобы оценить одного из наших учителей, мистера Коуэна. И я пришла объявить, что наш родной мистер Коуэн был выбран среди всех новых учителей штата Джорджия в первом конкурсе Сэлли Мэй Учителем года. Я смотрел на своих учеников и сам чувствовал себя ребенком, потому что дети смотрят на жизнь не так, как большинство взрослых. Они смотрят на мир и говорят: «У меня получится». Они не говорят: «Я не смогу». Как и я. Эта рубашка слишком узкая, а этикетка колет. Я срезала этикетку. Не понимаю, о чем ты так волнуешься? Ты каждый день перед толпой людей. Но эти не похожи на второклассников. Боже, хотела бы я быть невидимым. Ну вот уж о чем тебе никогда не стоит беспокоиться. Держись, держись. Я люблю тебя. Давайте, мистер Коэн! Давай, Бобо, ты справишься. Не волнуйся, он справится. Звуки, которые вы только что слышали, это синдром Туретта. Я живу с ним 6 лет. А здесь я сейчас стою, потому что любовь и поддержка многих людей привели меня сюда. Моей семьи, моей школьной семьи, моих учеников и друзей. Я обязан этой наградой им. Но также я обязан своему самому невыносимому и самому верному учителю, который у меня когда-либо был. Моему постоянному спутнику, моему Туретту. Некоторые из вас могут подумать, что это странно благодарить свой изъян и называть его прекрасным учителем. Это действительно необычно. Но что я на самом деле мог извлечь из своей неполноценности? Да, Гейлон. Вы научились не сдаваться. Илай? Вы научились не давать этому остановить вас. Да, Томас. Вы научились не позволять болезни победить. Верно. Борьба с болезнью преподала мне самый ценный урок, какой можно только представить. Что ничему нельзя позволять остановить тебя на пути к мечте. Ни в работе, ни в игре, ни в любви. Это так. Борьба с болезнью преподала мне самый ценный урок. Да, Томас? А вы можете принести показать этот кубок в понедельник? Конечно.
Брэд работает на дипломом магистра. Он также осуществил давнее желание. Стал талисманом команды Atlanta Braves. Брэд и Нэнси поженились в 2006. Они живут в Атланте, где настоящий Брэд Коэн занимается любимым делом. Учит детей. Озвучила студия Кузьмы. Текст читал Кузьма и Екатерина Дмитрова.